В 2020 году Татарстан отмечает 100 лет со дня своего образования. Это знаменательное событие и для нашей республики, и для всего российского федерализма. В такие даты принято подводить итоги прошлого и строить планы на будущее. За 100 лет государственности народ Татарстана прошел грандиозный, трудный, героический и счастливый путь. Давайте перелистнем страницы истории и кратко обозначим главные вехи этого великого века. Сразу после февральской революции 1917 года остро встал вопрос о будущем государственном устройстве исчезающей Российской империи с учетом интересов населяющих ее народов. Уже в начале XX века татарская интеллигенция составила ряд проектов национально-государственного существования. Октябрьская революция дала новый импульс этим идеям. Несколько лет длились острые дискуссии. Национально-демократические силы предложили создание штата Идель-Урал. Советская власть весной 1918 года подготовила свой проект Татаро-Башкирской республики, осуществить который не удалось. 27 мая 1920 года председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Калинин и председатель Совета народных комиссаров Ленин подписали декрет об автономной Татарской социалистической Советской республике. Позже, в 1937 году, название было изменено на Татарскую автономную Советскую социалистическую республику – ТАССР. 25 июня 1920 года Казанский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов передал всю полноту власти Временному революционному комитету созданной республики. Председателем был утвержден Сахиб-Гарей Саидгалеев. Этот день и считается датой образования Татарской АССР. В Казани прошли скромные торжества, народные гуляния в парках и даже банкет. Детям раздавали леденцы, название которых ландринки теперь уже мало кому знакомо. День объявления Татарской Советской Республики сохранился в моей памяти как один из самых светлых, радостных дней моей жизни. На площади народа было много, он ликовал, и играл военный оркестр. Особенно радостно и торжественно было принято передачи власти революционному комитету. Нас, татар, поздравляли люди разных национальностей. Русские и чуваши, удмурты и марийцы. Это братское поздравление мы принимали как нерушимую дружбу советских народов. И сразу же молодая республика, как и многие регионы Поволжья, столкнулась с ужасающим бедствием – голодом 1920-21 годов. «Голодный ад» – так назвал это время революционный поэт Владимир Маяковский. Войны, Первая мировая и гражданская, разорили многие крестьянские хозяйства, оставили их без мужчин, скота и сельскохозяйственных орудий. И это в аграрном регионе. В эпоху военного коммунизма по продразверстке у крестьян отбирали последнее. Трагедию усугубила небывалая засуха и эпидемии. Вспыхивали народные восстания. Люди ели желуди, корни, опилки, глину. Были зафиксированы случаи каннибализма и людоедства. Вымирали целые села. И был голод 21 года, который коснулся нашей республики очень сильно, вплоть до того, что там, по размышлениям, валялось полмиллиона трупов голодающих. Их не пускали в Казань из деревень. Есть было нечего. Голод был вызван неурожаем, но это было не главное. Хлеб отнимали, сокращались посевные площади. И был дикий неурожай в 21 году. Ничего не родилось. Молодая Татарская республика выстояла. Для помощи голодающим были мобилизованы все силы РСФСР. Области, избежавшие засухи, присылали в Поволжье миллионы пудов зерна и сортовых семян для посевной. В городах и деревнях ТАССР открылись общественные столовые, которые спасли жизни сотням тысяч людей. Пришла подмога из-за границы от различных благотворительных организаций.
Победив голод и эпидемии, власти республики смогли заняться другими неотложными делами, прежде всего восстановлением сельского хозяйства. Насущным делом стала и ликвидация безграмотности. В Казани открыли несколько новых учебных заведений, в том числе и с татарским языком обучения. Татарская республика, созданная как продолжение проекта Татарско-Башкирской республики, она, хотя и была в урезанной форме, но тем не менее включила основной костяк татар в свой состав. И там татары составляли более половины населения к тому времени. Очень важный показатель. И поэтому внутри Татарской республики уже в 1921 году сразу возник вопрос о языке. И в 1921 году приняли специальный декрет об объявлении двух языков, русского и татарского, государственными. И этот декрет, он имел важное значение, потому что согласно этому декрету начали выстраивать конкретные механизмы реализации государственного статуса, скажем, татарского языка прежде всего. Опыта никакого не было к тому времени, потому что в имперской России, уже развалившейся, такими делами никогда не занимались. И пришлось все начать с чистого листа. И были выработаны много конкретных законодательных актов, каким образом татарский язык реализовать, сделать его государственным. С переходом к новой экономической политике НЭПу жизнь в ТАССР стала постепенно налаживаться. Наконец, после долгих войн, голода, разрухи и социальных потрясений на первое место вышло народное хозяйство. К концу 20-х годов во всех основных отраслях был восстановлен довоенный уровень производства. Благодаря НЭПу крестьянство, рабочий класс, село и деревня, село и город встали на ноги. 3-4 года крестьянство восстановило посевные площади, восстановило поголовье рогатого, крупнорогатого, мелкорогатого, конского состава. Хотя это поголовье было восстановлено на уровень 1913, конечно, мизерный уровень, но все равно 3-4 года понадобилось, всего 3-4 года, потому что был фактор материальной заинтересованности. Крестьяне были заинтересованы в восстановлении своего хозяйства, были заинтересованы в производстве товаров, в первую очередь хозяйственных товаров. Они были заинтересованы, они хотели лучше жить. Одной из примет 20-40-х годов был повышенный интерес людей к искусству. Это вызывало живой отклик в творческой среде. В татарскую литературу пришло большое количество ярких поэтов, писателей и драматургов. Это Фатых Амирхан, Галимжан Ибрагимов, Шамиль Усманов, Кавин Аджми, Хади Такташ, Адель Кутуй, Муса Джалиль и многие другие. Всеобщий интерес вызвали пьесы и постановки Карима Тинчурина. Был заложен фундамент современного национального изобразительного искусства. Огромную роль в этом сыграл художник, скульптор и педагог Бакиур Манче. На профессиональном уровне начала развиваться татарская музыка, и все более популярными становились песни и композиции Салиха Сайдашева, Фарида Ярулина, Александра Ключерева, Назиба Жиганова. В 1939 году в Казани открылся Татарский государственный оперный театр. Коллективизация и индустриализация 30-40-х годов кардинально изменили труд и быт людей, да и сам облик ТАССР. С перегибами, раскулачиванием, сопротивлением и воодушевлением в годы первых пятилеток создавалась новая республика и новая экономика. Реконструировались старые предприятия, активно развивалась энергетическая система. На полях массово появились тракторы. Казалось, наступает обещанное светлое будущее, но именно в эти годы были развернуты самые массовые политические репрессии практически против всех слоев населения. Трагические страницы истории ТАССР не закончились с раскулачиванием крестьян. Новая волна широкомасштабных репрессий началась в конце 30-х годов. Были признаны врагами народа, репрессированы и расстреляны секретари татарского обкома ВКПБ, руководители ЦИК ТАССР, наркомы, руководители предприятий, ученые, видные представители творческой интеллигенции.
Одной из первых жертв сталинского террора стал политик Мирсаид Султангалиев, член партии большевиков с 1917 года, активный участник гражданской войны, идеолог исламского социализма. Его планы равноправного национального устройства России вызвали резкое неприятие Сталина. Дело Султангалиева стало толчком для проведения масштабных репрессий. Были арестованы тысячи партийных советских работников, директоров предприятий, председателей колхозов и совхозов. Политическому преследованию и физическому уничтожению подвергалось духовенство. Невосполнимые потери понесла национальная культура. В тюремной больнице умер классик татарской литературы Галимжан Ибрагимов. Погибли драматург Карим Тинчурин, писатель Шамиль Усманов и многие-многие другие. Мирное развитие ТССР, как и всего Советского Союза, закончилось 22 июня 1941 года. Фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Большая беда накрыла всю огромную страну. Великая Отечественная разделила на до и после судьбу сотен тысяч наших земляков, ушедших на фронт. На территории республики не было военных действий, но ее вклад в победу огромен. В действующую армию из ТССР было призвано около 700 тысяч человек. Из них каждый второй погиб, защищая Родину. В летопись Великой Отечественной золотыми буквами навечно вписаны имена героев Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова, летчицы Магубы Сыртлановой и многих других. Более 100 тысяч наших земляков за героизм и самоотверженность на фронтах войны были награждены орденами и медалями. ТССР стала надежным тылом. Сюда эвакуировали более 70 заводов и фабрик из центральных и восточных регионов страны, в том числе 2 авиационных завода. В республике изготавливали и отправляли на фронт бомбардировщики, мины, снаряды, десантные баркасы, военную форму и многое другое. Армия получила миллионы пудов хлеба и другой сельхозпродукции. Многочисленные госпитали принимали раненых. В Казань были переведены крупные научно-исследовательские центры, где работали видные конструкторы военной техники – Туполев, Королев, Чеплыгин, Петляков и другие. Именно в Казани вставали на крыло легендарные П-2 – пешки, созданные конструктором Владимиром Петляковым. Более 10 тысяч пикирующих бомбардировщиков, собранных на эвакуированном заводе, громили врага с воздуха с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны. Вместе со всей страной летчики приближали Великий День Победы. В послевоенные годы ТССР вновь вышла в передовики промышленности. Лидерами в своих отраслях были Казанский авиационный, вертолетный, моторостроительный заводы, радиоприбор, завод имени Серго, производственные объединения «Элекон», «Вакууммаш», Зеленодольский судостроительный завод, Чистопольский часовой и другие. На предприятиях республики впервые в стране были созданы и изготовлены многие типы компрессоров, насосов, часов, медицинских аппаратов и других изделий. Новый производственный импульс республика получила, когда началась разработка богатейшего ромашкинского месторождения нефти, открытого во время Великой Отечественной войны. В 1950 году был создан трест «Татнефть». На юго-востоке ТССР появился мощный регион и новые индустриальные центры – Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. В 1970 году в республике была добыта 100-миллионная тонна черного золота. Нефтяная отрасль оживила развитие химической промышленности в республике, создание Нижнекамского промузла. Флагманами нефтегазовой отрасли стали Казань-Оргсинтез, Нижнекамск-нефтехим, Нижнекамск-шина. В 1969 году в городе Набережные Челны на Каме развернулась гигантская всесоюзная стройка. Спустя 6 лет с конвейера нового камского автозавода-гиганта вышел первый грузовой автомобиль КАМАЗ. Быстрыми темпами развивалась энергетика, сельское хозяйство, сформировались крупные научные и учебные центры, появились яркие достижения в искусстве и культуре республики. К концу 1980-х годов по своему производственному и научно-техническому потенциалу ТССР обгоняла ряд союзных республик и входила в число наиболее развитых экономических регионов РСФСР. 90-е годы прошлого века стали для Татарстана настоящей проверкой на прочность. В Советском Союзе нарастал экономический и политический кризис.
Августовский путч 1991 года, распад СССР, разгул преступности, развал народного хозяйства и обнищание людей. Татарстан устоял, сохранив в таких условиях стабильность и межнациональное согласие. 30 августа 1990 года Верховный Совет Татарстана вслед за Россией принял декларацию о государственном суверенитете. Тем самым руководство взяло на себя ответственность за судьбу республики и ее граждан. 12 июня 1991 года по итогам всенародного голосования Минтимер Шаймиев был избран президентом Республики Татарстан. Когда вы с вами вот собрались, я имею в виду журналисты, когда первые 5 лет президентства прошло, меня вы спросили, значит, какой вы считаете наибольшей удачей или победой за первый срок президентства. Я тогда сказал, у людей посветлели лица, поверили, что мои слова сказаны тогда. Действительно, от души, с переживанием я говорил, сам же опасаясь, как говорится, не дай Бог, Аллах курсетмесен, что иное может случиться в республике за эти годы. Нам удалось вот это пройти. Вот это доверие, знаете, такую роль сыграл. Я именно о таких моментах говорю, которые сыграли вот также решающую роль. Межнациональные, вот, межконфессиональные отношения, они какие сложились, они не дали трещин. Развитие государственности вышло на качественно иной уровень. В 1992 году была принята новая Конституция Татарстана. В 1994 подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. Политические реформы позволили начать глубокие экономические преобразования. Так, если в 1995 году татарстанские села были газифицированы лишь на 35%, то сегодня республика – лидер по газификации в России. Не имеющая аналогов в стране республиканская программа ликвидации ветхого жилья изменила облик городов и судьбу огромного количества татарстанцев. Жителям трущоб бесплатно было предоставлено более 48 тысяч квартир. Восстановленная мечеть Кул-Шариф, отреставрированный Благовещенский кафедральный собор, метрополитен, мост Миллениум, обновленная столица Татарстана с гордостью встречала гостей на своем тысячелетии летом 2005 года. На торжествах президент России Владимир Путин сказал: Казань сыграла поистине неповторимую историческую роль в формировании единой российской нации, в становлении единого и сплоченного народа России. Одним из гарантов неизменности курса Татарстана стала преемственность власти. 25 марта 2010 года состоялось торжественное вступление в должность президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В своей первой программной речи президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что общие ценности остаются незыблемыми. Это самостоятельность республики и цивилизованные федеративные отношения, развитие языков и культур народов Татарстана, соблюдение межэтнического и межконфессионального согласия. Прежним остался и курс на социальную стабильность и устойчивое экономическое развитие. Но вместе с тем Рустам Минниханов определил и новую стратегическую линию развития республики. Но сегодня у нас новая задача. Мировой финансовый кризис убедительно доказал: только модернизация может гарантировать нам динамичное развитие и устойчивый рост благосостояния граждан. При этом модернизация должна охватывать не только экономику, но и государственное управление, образование, науку, внешние связи, обустройство городов и сел республики. Вызовы времени требуют перехода на инновационные методы управления. Только обеспечив эффективность и открытость государственного и муниципального управления, мы нанесем решительный удар по коррупции, устраним административные барьеры, сделаем государственные услуги максимально доступными для граждан и бизнеса. Наша цель – превратить республику не только в потребителя, но и в разработчика инновационных технологий. Я полностью отдаю себе отчет, какую огромную ответственность возлагает на меня должность президента Республики Татарстан.
Сегодня на улучшение качества жизни нацелена стратегия социально-экономического развития до 2030 года и около 40 республиканских программ. За последние 10 лет в Татарстане построено почти 25 миллионов квадратных метров жилья, в том числе более 100 тысяч квартир по программе соципотеки. Новоселье отметили ветераны, молодые и многодетные семьи, дети-сироты. Завершена не имеющая аналогов в стране двухлетняя республиканская программа по ремонту и оснащению современным оборудованием всех поликлиник Татарстана. В медицинских центрах освоены высокотехнологичные операции. Знаменитый Казанский федеральный университет входит в топ-10 вузов России. Здесь уже более 200 лет сохраняются и развиваются традиции, заложенные великими педагогами и учеными. А в городе Иннополис с нуля создан IT-университет мирового уровня, который позволяет заглянуть в будущее. Здесь интеллект обретает вполне конкретные очертания, от информационных технологий до робототехники. Современный Татарстан – лидер среди регионов Приволжского федерального округа по количеству студентов. В республике 46 вузов, почти 150 тысяч студентов. Татарстан давно стал очень значительной точкой на культурной карте России и мира и известен театральными фестивалями имени Шаляпина и Нуриева, международным фестивалем мусульманского кино. Фонд «Янарыш Возрождение» под патронажем государственного советника Ментимера Шаймиева провел уникальные работы по восстановлению древних городов Болгар и Свияжск. Эти памятники, как и Казанский Кремль, внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое внимание уделяется сохранению татарского языка, культуры, традиций. Открыта Болгарская исламская академия. Всемирный конгресс татар развивает программы по поддержке соотечественников за пределами Татарстана. Обустраиваются общественные пространства, парки и скверы. Все эти масштабные изменения стали возможны благодаря стабильной экономической ситуации. В 2007 году в республике была добыта 3-миллиардная тонна нефти. Нефтепереработка и нефтехимический комплекс остаются надежным фундаментом развития Татарстана. Это компания «Татнефть» с новым заводом «Танека» и шинным комплексом. Группа компаний «Таиф», которая вводит в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков «Таиф-НК» и наращивает мощность предприятий «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». КАМАЗ – компания номер 1 на рынке грузовых автомобилей Российской Федерации и входит в топ-20 мировых производителей. На Казанском авиационном заводе производят самолеты стратегической и дальней авиации. Идет модернизация Казанского вертолетного завода. Развивается и эффективно работает сеть индустриальных площадок. В их числе особая экономическая зона Алабуга. На ее долю приходится 2/3 выручки всех промышленных зон страны. Активно развивается агропромышленный комплекс. Татарстан обеспечивает себя всеми основными продуктами питания и является лидером среди регионов ПФО по валовой сельскохозяйственной продукции. Во всем мире растет интерес к Татарстану. Сегодня республика занимает 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, уступая только Москве. Казань стала центром спортивных событий мирового масштаба, и наше гостеприимство уже оценили миллионы туристов. Новый статус Татарстана и Казани как центра спортивных событий мирового масштаба подтверждает Универсиада 2013 года, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Ярким событием стал Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Подготовка к этому состязанию и его проведение дали мощный импульс для развития всей системы подготовки молодых специалистов в России и Татарстане и новых стандартов мастерства. Сегодня республика готовится встретить новые масштабные мероприятия. В 2020 году в Казани пройдет чемпионат России по плаванию и первые в истории игры стран СНГ. Мощная экономика, общественно-политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, масштабные социальные программы, комфортные условия для жизни и ведения бизнеса. Таков краткий итог векового движения вперед. 100 лет – это много или мало? В хронологической линейке всего человечества крошечный отрезок.
Но если измерять это одной конкретной судьбой, биография нескольких поколений. Республика к своему вековому юбилею подошла с впечатляющими достижениями. В них талант, энергия и целеустремленность миллионов людей, каждый из которых может сказать: «Татарстан всегда в моем сердце».